Был рассмотрен блок социальных вопросов. Отдельное внимание уделили проблемам людей с инвалидностью. Например, Кабмин рассмотрел порядок проведения мониторинга по организации доступной среды. Прежде всего, мониторинг коснется объектов здравоохранения, образования, государственного и муниципального управления. Контроль будет визуальным. Члены контрольной группы приезжают на место, фиксируют наличие или отсутствие пандусов и далее разбираются уже в административном порядке. Наш корреспондент провел свой мониторинг. Действительно ли доступная среда людям с ограниченными возможностями здоровья в Якутске? Материал Сергея Алексеева. Якутск растет, жизнь горожан становится все более комфортной и разнообразной. Для них раскрыли двери магазины, парикмахерские, кинотеатры и рестораны. Но для 800 людей, живущих здесь, жизнь протекает по-другому. Для них не то что лестницы, простые тротуары становятся непреодолимым препятствием. Люди с ограниченными возможностями здоровья ограничены не только здоровьем, но и в передвижении. Я думаю, что трудно жить. Передвигаться очень сложно, так как у нас не организованы ни тротуары, ни дорожки. Нету специальных пандусов для них. Вот. Ну и в автобусах, допустим, ездить тоже невозможно, потому что нет специальных автобусов оборудованных. Очень сложно. Людям с ограниченными возможностями здоровья приходится ограничивать себя во многом. Походы в гости к родственникам и друзьям, работа или прогулка. Часто все это превращается в тяжелую борьбу. Особенно там, где место проживания таких людей не оборудовано необходимым. Да и жизнь порой наносит неожиданные удары. Это к тому, что если в каком-то доме нет человека с инвалидностью сегодня, нет уверенности в том, что он не появится там завтра. Но не будем сгущать краски. За последние несколько лет город, насколько возможно, оборудовали где пандусами, где подъемниками для колясочников. Стали доступнее социально значимые места. Уже, в принципе, есть и места торговли доступные. Самое главное, что важные социальные объекты становятся более доступными. В последнее время и то стало на улицах больше людей на колясках, чем раньше. Я сам даже иногда в городе пересекаюсь, или когда еду на машине, вижу, что кто-то на коляске или сам, или с помощью кого-то передвигается. Это уже хороший признак, потому что раньше, если никто вообще не видел людей с инвалидностью, вообще людей на колясках, будто их нет. И все же в Якутске редко где увидишь людей, передвигающихся на коляске. Это не потому, что их мало. Часто им очень трудно или просто невозможно выйти из дома. У нас муниципалитет старается немножко выправить эту ситуацию. Сейчас уже последний, третий год, этот год будет, да? Или даже четвертый, по-моему, когда непосредственно к домам пристраивают пандусы. Но я скажу, что людей, получающих инвалидность в результате несчастных случаев или дорожно-транспортных происшествий, в год становится куда больше, чем эти пандусы возводятся. Признаем, сделано немало, но еще больше работы предстоит выполнить. Остается пожелать людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы их доступная среда была без каких-либо ограничений. Сергей Алексеев, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.